Кем ты себя больше ощущаешь? Да, я-то отвечу в любом случае. Что для тебя Ингушетия? Окей, ладно. Знаешь ли ты ингушский язык? И началась драка. Как так? Да, я сколько лет я уже думаю, надо подняться. Вот было место, оно было когда-то чистым. Прихожу, там горы мусора. Я считаю, просто надо подавать пример. Ничего регламентировать не нужно. Евгений, а вот я такой-то, такой-то, вот ты был на свадьбе, вот мне нужно информацию. Да, вопрос интересный. Иметь досье на каждого. Я могу сказать, как есть. Как ты считаешь вообще, туризм, нужен ли он нам? Естественно, удивляет это туристов. Прям капитально удивляет это туристов. Это, конечно, культура вождения на дорогах. Блин, это, конечно, жесть. Ну, просто лобовое столкновение. Мне через окошко пришлось вылазить. Да, было, конечно, очень опасно. У нас есть конкурс. Что-нибудь подарить одному из наших подписчиков. Беркете хлоп хабол Евгений. Евгений, расскажи немножко о себе. Я могу сказать, что ты родился, вырос, живешь в Ингушетии, в станице Троицкой, потом Орджоникидзевская, сейчас Карабулак. Вот чуть подробнее о себе, какие-нибудь интересные факты. Ну, я закончил первую школу в Сунже, вот, в Орджоникидзевской в то время. Университет закончил на историческом, вот, заканчивал уже здесь, в Магасе. Интересно, конечно, это было время, вот. Ну и потом так получилось, что когда я учился в университете, да, 4-й курс, по-моему, вот, ну, уже как-то начал знакомиться с фотографией, появился компьютер, вот в то время вот как-то уже произошло знакомство с фотографией, я начал работать, там, фотостудия была, где требовались услуги, там, сфотографировать на паспорт, там, реставрация, все это я уже начал уметь делать, заниматься этим, это мне было все интересно. Вот. Ну и потом уже потихоньку уже настала эра цифровой фотографии, вот, появился фотоаппарат первый цифровой, вот, который до сих пор у меня есть. Ну вот так, собственно, я и занялся фото, потом и видео работой. На сегодняшний день ты себя больше ощущаешь фотографом, видеографом, или, ну, отчасти я знаю, что ты занимаешься и оказываешь услуги гида в горной части Ингушетии. Да. Кем ты себя больше ощущаешь все-таки? Все-таки больше фотографом. Несмотря на то, что по образованию это даже было не близко. Абсолютно. И ты не работал по специальности? Ни одного дня. Ни одного. Как статистика показывает, что, как правило, так оно и происходит чаще всего. Знаешь ли ты ингушский язык? Так, это самый такой популярный вопрос, когда со мной кто-то знакомится. Вот. Ну, иначе быть не может. Ты прожил всю жизнь в Нет, Ингушетии. самое интересное, да, я знаю, но я что-то понимаю, что-то нет. Вот, потому что все со мной разговаривают, ну, на русском языке, и довольно-таки, так как говорят, если бы ты попал в среду, где все говорят на языке, да, на каком-то иностранном, да, то ты учишь очень быстро. Но со мной все говорят на русском, вот, и какие-то слова, конечно, я понимаю, на ингушском я что-то понимаю, да, что-то могу... А у тебя самого не было желания, интереса выучить язык? Да, я как-то было... Это как минимум расширение поля рода деятельности, в том числе. Дополнительный заработок. Было. Как-то я брался, что-то учил. Еще в университете, да, у нас был ингушский язык, что интересно. Я там довольно неплохо на слух писал слова. Да, вот было такое дело. Вот. Но потом чем-то другим я занялся. Главное, зачет сдали по ингушскому. Да, и все об этом забыли, да. То есть, вот мне реально интересно, вот в процентном соотношении, вот 100% это чистое совершенное знание ингушского языка, к примеру. В твоем случае это 10, может 20, быть, 30%. Да, где-то 15, 20. Но это же меньше, чем даже я изъясняться. Чем даже изъясняться. Да, к сожалению, так. Да. Ну, что-то знаю, да. В общем, как-то Ну, так. для меня это на самом деле немного удивительно. Потому что жить в среде, где, ну, ты 80-го года рождения. Да. 80-го года рождения, такой проблемы тогда, как сейчас, чтобы там все дети повально говорили только на русском языке, не было. Все тогда говорили повально на ингушском и не знали там русского языка. Ну вот, да, в университете, в школе, да, все говорили, да, на самом деле на русском, да, и со мной общались, да, я так когда-то стоял, какие-то слова я ловил, что-то понимал, да, что-то в контексте понимал, вот, а учитывая, что, много общаются и говорят где-то русские слова, вставляют русские слова, да, конечно, уже
уже бывает понятно, о чем человек говорит. Ну, ты считаешь это упущение? Ну да, хотелось бы Есть, да? знать, конечно. Да? Да, Но это конечно, никогда не хотелось бы поздно. знать, конечно. И мы расширяем свой ареал Да. дополнительно, плюс один человек. Евгений, я первый раз попал в объектив камеры Евгения Шевцова, по-моему, 5 или 6 лет назад. Я на тот момент уже был в курсе, имя Евгений Шевцов было на слуху, фотограф, козырный фотограф там и так далее и тому подобное. Как так получилось, что Евгений Шевцов стал одним из самых востребованных фотографов в нашем регионе? Возможно, и не только. Как получилось, не знаю. Ну, это как-то было увлечением. На самом деле это было увлечение, потому что даже не знаю, с чего оно началось. Наверное, с того, что у меня появился компьютер. Появился компьютер в 2000 году. Это достаточно рано, кстати. Да, я помню компьютер, я помню, что там за программы стояли, да, там старенький Photoshop стоял, вот, все это было интересно. Были какие-то картинки, которыми я начал заниматься, что-то там монтировать, то есть сначала был это как бы монтаж, вот. А потом, учитывая, что я что-то уже умел монтировать, имеется в виду монтаж делать, да, фотомонтаж, что-то такое, да, там открылась фотостудия, проверяли пленки, вот, и среди услуг была там реставрация, раскраска, фотография. Я прекрасно понимал, что эти вещи невозможно сделать без компьютера. Вот я предложил свои услуги, говорю, я умею, могу это сделать. Вот. Подал фотодокументы, я туда вышел уже работать. Но учитывая, что я учился, вот, то есть я вышел летом, я потом объяснил, что буду приходить после занятий, заниматься фотографией, да, там обрабатывать что-то. И в этой фотостудии появился первый цифровой фотоаппарат. Мне уже было интересно что-то фотографировать. Вот. Потом туда приносил фотографии, проявлять с пленки Амир Хакиев. Он какое-то время работал фотографом при Зязикове в администрации. Вот. В то время, да, мне было интересно, я смотрел фотографии, снятые в Горной Ингушетии, да, и такой, красота. Я первый раз в Горную Ингушетию попал в 97 году с классом. Вот, и увидел фотки, которые он делал, мне так думаю, круто, интересно, надо бы тоже когда-нибудь, я поеду, когда-нибудь что-нибудь пофотографирую. Вот, тем более, что уже технологии дошли до того, что появились цифровые фотоаппараты, которые позволяли как бы быть оторванными от пленки, от ограничений пленочной технологии. Вот. Потом появился фотоаппарат первый свой цифровой, потом появилась машина, да, то есть появилась возможность свободно самому ездить, самому фотографировать. И, конечно же, я поехал в горы. Вот. И так это то, что касается именно горной части. Это то, что касается... Скажем, горной фотографии. Горной фотографии, горных пейзажей, да, касается. Да. Естественно, тоже хотелось снимать и равнину. Я прекрасно понимал, что время не стоит на месте. Я понимал, что городские пейзажи, они меняются, они изменятся. Мне хотелось запечатлеть, понимая, что сейчас это будет выглядеть уже по-другому. То есть у меня есть старые снимки, которые сейчас, может быть, можно уже называть старыми снимками. То есть это 10-11 год, там какие-то фотографии Назрани на меня есть, Сунжи есть фотографии интересные. Ну, даже горные местности фотографии. Да, это уже отдельная история. Осень, зима, у тебя есть такая нарезка, это очень интересно. То, что касается горной Ингушетии, конечно, это для меня как бы в первую очередь интересовало, да, сфотографировать, снять. И тоже я понимал, что время идет, то будет на будущее, чтобы сохранить эти снимки, потому что понятное дело, что либо башни могут со временем разрушаться, да, либо их будут восстанавливать однажды, да. Соответственно, сейчас восстанавливают башни, и меняется их облик. Пока не наступил первый вариант, приступили ко второму, слава богу. Архив, да? Большой архив? Да, с какого года? Да, первые снимки уже с 10-го, получается, да. И вот каждый год, что самое интересное, с каждым годом у меня уменьшается количество фотографий на равнине и увеличивается количество фотографий горных, вот, с каждым годом. Вот, хотя нужно тоже и равнину снимать. То есть в начале был период, где фотоаппарат не служил средством заработка?
Вот так? Да. Насколько длительно был этот период? Ну, довольно длительный. Я сейчас уже, честно говоря, не помню, потому что фотоаппарат, ну, как средством заработка стала именно видеосъемка свадеб. Это попозже уже появился фотоаппарат, который стал именно приносить деньги. Но в первую очередь приносили деньги, заработок, это видеосъемки приносили. Да, ну, это 2000 период с 10, 15 до 20 года, вот. Ну и 17-18 года, это тоже уже, скажем так, именно фотография стала потихоньку приобретать именно коммерческий смысл. Но оно в тот период самое актуальное вот Да, это да, да. пошло. Да, Люди да, да. хотели запечатлеть свои видео, фото свадебных. Да, торжеств да, да. То и есть так поначалу спросом использовались только видеосъемка, но когда уже пошло развитие цифровой фотографии, людям стало интересно и фотографировать, чтобы свадьбы были еще и сфотографированы, снято на фото. Ну, как ты считаешь, ты какое-то новшество внес в этом виде, ну, скажем, конкретно про фотографию? Что-то по-другому, нежели там другой, Да, условно, твой конкурент? Да нет, я не скажу, честно говоря, да. Ну, если бы опять-таки брать съемку свадеб, да, то, это все как репортаж идет в основном. Твоя работа заключается в том, что ты фоткаешь природу, да? Часть природы, показываешь людям. Вот как ты думаешь, ты влияешь на сознание людей? В том смысле, что ты можешь сделать фотографию того, как люди не должны делать с природой, к примеру. Ну, Допустим, те же скарабкаться на башню неправильно. Бросить мусор неправильно. естественно, да, это само собой, да. Вот на сознание людей как-то может влиять твоя работа? Конечно, да. То есть, по крайней мере, я не раз делал публикации, не публикации, делал сториз, да, что вот было место, оно было когда-то чистым, нетронутым. И вот я прихожу, а там горы мусора лежат. Ну почему, зачем? Неужели нельзя это увезти? Вот. И во многих местах я тоже видел, что где-то мусор лежит, где-то там тапочек лежит. Да, вот я фотографирую и говорю, не нужно это делать. Есть реакция, обратная связь какая-то? Люди, конечно, поддерживают. Надеюсь, не мусорят. Вот в моем багажнике, в багажнике моего автомобиля я всегда вожу мусорные пакеты. Черные вот эти, там на сколько-то литров, я не знаю, сколько там конкретно литров. С кем бы я ни поехал, если я увидел, я подбираю и бросаю. И у меня там, я забыл в багажнике неделями, может, вот эта пластиковая бутылка лежать или еще что-то. Даже иногда порой бывает окурки подбираю. Потому что именно в этом месте это вот лежит один единственный окурок, и он портит всю картину того, что ты видишь. Вот если показывать таким образом, люди вообще готовы к этому? Такой пример брать? Я думаю, да. Не какие-то разовые субботники раз в год. Да. Я имею в виду более часто. Я думаю, да. Опять-таки, люди сами должны, естественно, понимать, что это их природа. Да. И понимать, что здесь, да, они обратно приедут сюда, здесь будет мусор. И не только они, и другие приедут за ними. На самом деле, вот от фотографа трудно скрыть тот факт, что люди мусорят, особенно тебе. Ты часто бываешь в Горной Ингушетии, соответственно, я более чем уверен, что ты заметил, что туризм развивается в Ингушетии. Есть ли разница то, что было до туризма и сейчас? В плане, давай возьмем чистоту. Да. Вы знаете, я ездил в горы, я помню еще, когда была грунтовая дорога была, когда еще даже застал один год, когда мне пришлось делать пропуска, то есть именно заезжать в горную часть по пропуску. За месяц, я помню. Да, заезжал, но потом это отменили, сделали только по паспорту. Мусор, конечно, был. Этого мусора было, не так много, конечно, как сейчас, само собой, потому что колоссальная разница в количестве туристов. Но опять-таки я не скажу, что это туристы. Если взять летнее время, например, да, приезжает огромное количество туристов из других регионов, да, но не меньшее количество отдыхающих – это местного населения. Внутренний туризм, назовем его. Внутренний туризм, да, очень много. Вот. Опять-таки, точно определить, кто мусорит, на самом деле, довольно затруднительно. Я могу сказать, как есть. Представитель этой национальности, я, ингуш по национальности, я открыто заявляю, что ингуш
сорит в горной части. Я знаю, что ты там как-то немножко Завуалировал, да. стеснительно, Завуалировал. наверное, Я ответил на этот завуалировал. вопрос. Ну Я говорю, да, как да. есть. Я был свидетелем того, как турист, не внутренний, а из других регионов пришедший турист подметал. Это я тоже, не, кстати, не видел. подметал, а Подбирал мусор, да, и просто уносил. Да, Я это свидетель видел, того, да. что наши местные ребята К бросают сожалению, этот да, мусор. к сожалению, это. И по башням, безусловно, есть, и не раз я видел, записи видел, кто-то там залез на башню, кто-то там, вот девушка на Тхабаерды, был такой случай, наверное, вы помните, что парень снял, как девушка залезла на стену Да. Тхабаерды. Вот. И до этого еще были случаи, там в Эрзи было, это что-то с машиной связано. Да, базара нет, такое тоже случается, да. Но... Особенно надписи. Надпись — это вообще отдельная история, да. Но все равно, то есть я приезжаю на Вовнушки, да, такое было, и там наверху в окошке кто-то из местных ребят кричит. Да, то есть это не приезжие туристы делают. Ну, Я могу добавить, сказать, что в этом окошке я тоже побывал. Мгм. И на башню я тоже забирался. И, на Тхабаерды нет. Мне было тогда 20 лет, там, 21 год. Я не считаю, что я был маленького возраста, чтобы не понимать эти вещи, но я это делал. Сейчас я это понимаю, я пытаюсь это объяснять своим же ровесникам. Да, да. Мне, к слову, уже 4-й десяток. И многие это все равно не понимают. То есть я это делал, 15 лет назад. Я тоже, к сожалению, тоже ходил сейчас- по камням, именно которые лежат на вот эти старые развалины. Да, я тоже ходил, помню, у меня где-то даже я фотографировался, что сидел на краю, да. Но сейчас я уже понимаю, на самом деле это не нужно было делать. мое мнение, что местные должны зарегламентировать правила, то, что желательно делать, а то, что нет. Потому что, как ни крути, какое бы количество туристов бы не было, ответственный кто? Местный. Я считаю, просто надо Да. подавать пример. Ничего регламентировать не нужно. Регламентировать. Да. Если ты будешь без штанов ходить, то люди поймут, что вот здесь можно ходить без Да, да, штанов, да. условно. Да. Если ты ходишь там прилично одетый, значит понятно, что здесь нужно быть прилично одетым. Кстати, если бы местные, я говорю сейчас про ингушей, я тоже ингуши, если бы местные также цеплялись, как за внешний вид, да, приезжих, также бы за мусор, у нас был бы порядок. Да, кстати, это Да. несомненно. Мы заговорили об этом, не могли об этом не заговорить, Да. потому что ты Естественно, да. любитель снимать в горной местности, в Джейрасском районе в частности, поэтому мы немножко отошли от темы. Возвращаемся к твоей Да. профессии. Скажи, сколько стоит твоя съемка на сегодняшний день? Что видео, что фото? Видеосъемка, оператор плюс фотограф на данный момент 4 часа стоит 40 тысяч. Да, Это на все данный в одном момент. лице? Нет, не в одном лице, да. Мгм. Это фотограф-девушка есть, которая фотографирует. Мгм. Вот. А если отдельно заказывают как фото на свадьбу, то 20 у меня стоит. Я могу тоже, естественно, фотографирую свадьбу, да. Если отдельно заказывают как оператора, то 30. Сколько фотографий за 20 тысяч рублей я получу? Если я женюсь. Вообще это зависит от насыщенности свадьбы. Да, там можно и 1000 снять, если люди активные, если люди там фотографируются. Бывает так, что ой, меня не фоткай, ой, мы не хотим фотографироваться. Такое тоже бывает, да. То есть там старики, ой, нас не надо фотографировать. Да, Следом так. будет интересно. Да. А так бывает, что прям вот активно, нас тоже, да. И там сами старики бывают, из старших тоже подходят, можно вот нас фотографировать, там кто-то пришел, там, может, гость какой-то издалека приехал, старший, да, вот просят сделать фотографии, вот, да, так что бывает, 400, 600, 700, большие свадьбы и 1000 бывает, это вот, материал, который дает. Но это цена фикс, независимо от количества фотографий. Цена не зависит от количества, Это конечно, время, да, 4 часа. это да. Если вызывают на какие-то мероприятия, да, там, репортажная, какого-то рода репортажная съемка, то час стоит 5000. Мгм. Часто там, это опять-таки в целом, да. Это может, например, если в горной части, то там есть какая-то наценка за дальность работы. Нужно Вот. доехать. Да, конечно. доехать, да, там целый день, вот работа там какая-то, да, это тоже все гибко. А есть услуга частной фотосессии? Допустим, там на обложку какого-то журнала, к примеру, или книги. Довольно редко, да, я все-таки Телевизионщики, меньше. может быть, заказывают. Да, нет, я больше все-таки по пейзажной фотографии, да, по репортажной. Мгм. Вот. Раз мы заговорили о том, что на свадьбах бывают люди говорят фотографировать, не фотографировать, стесняются и так далее, не могу не задать этот вопрос.
В народе ходит такое мнение, слух, может быть, не знаю, что фотографы, и они же видеографы, часто бывают востребованы у представителей правоохранительных органов, трехбуквенных различных структур. Насколько это правда? То есть могут позвонить, допустим, сказать условно: Евгений, а вот я такой-то, такой-то, вот ты был на свадьбе, вот мне нужно информацию по... К большому счастью, ни разу такого не было. А ты знаешь таких фотографов, которым Нет, я тоже не обращались? слышал, что кто-то такой, мне кто-то рассказывал, что какая-то информация, ну, кто-то из фотографов мне не говорил об этом. Не знаю, может, у кого-то были такие прецеденты, да, и не рассказывал человек, да, но я такого не слышал. Ну, будем тогда надеяться, что мы не подкинули идею. Будем надеяться. Да, вот, к счастью. Не мог не спросить, потому что Да. я это достаточно давно слышал. Вот в Горной Ингушетии ты был часто. Ты знаешь, ну, скорее всего, те места, которые мы с тобой не видели. Это очевидно. Скорее всего, так и есть, да. Вот на твой взгляд, честно, самое красивое место в Ингушетии? Довольно популярный вопрос. Да, Можно я какой? его немножко разобью даже? В горной местности и на равнине. Ой, на равнине сразу скажу, это Яндарь. Яндаре нравится место. Именно вот приезжать, отдыхать, ходить, фотографировать. Можно там просто много... Это холмистая местность, где можно само село поснимать с разных ракурсов. Вот. Виды открываются. Например, на тот же Карабулак хорошие виды интересно открываются. Закаты красивые. Рассвета я там не помню. Был когда-то на рассвете. И ночью там был. Вот. Леса есть. Вот это то, что касается равнины. Смотри, не слышал даже. Вот. Это на самом деле Ну, место сказочное. У меня есть фотография, когда-то я снимал с дрона. Это, сейчас скажу, линия какая. Это та сторона, которая идет дорога на Сурхахит. Вот выходит в ту сторону. Да. Вот. Это было весной, это когда была самая зелень. И кто-то мне прислал фотографию аналогичную, похожую, где-то то ли в Швейцарии снятая. Говорит, чем, говорит, не Швейцария. И я даже сложил две фотки, у меня в Инстаграме есть фотография. Да, они похожи тематика, как похожи были, да, на самом деле, видом. Вот, интересно, да, было. Ну, в горной Ингушетии, в горы. Башни Двух Жен нравится. Башня Двух Жен. Да. На самом деле это такое место, оно само по себе было когда-то было недоступным. Этим оно меня очень привлекало. Вот, сложностью спуска к ним и подъема. Но я несколько раз спускался и поднимался. Вообще, эти башни вообще как отдельная тема. Вот. Кстати, я хотел спросить Да. про самые труднодоступные места в башне. Ну, наверное, В горной части Да, в Ингушетии. труднодоступно я, наверное, не ходил. Ну, ребята, конечно, кто-то ходил, там и к самолету ходили, да, на такие путешествия. Ну, я пока еще не был в таких путешествиях к самым дальним и сложным местам. Извиняюсь, к самолетам? В ущелье лежит самолет Мессершмитт, по-моему. Да, в Асинском ущелье. Я есть видел, есть фотографию ребята, я которые видел, да. ходили, там лежат детали от него, двигатели детали лежат. Вот. Еще очень много мест таких, вот, которые хотелось бы посетить, но которых я не был. На самом деле труднодоступные и очень красивые. Но из башни Двух Жен это как бы среднедоступные, вот, можно так даже сказать, вот, пока там не пробили по склону тропинку не прибыли, да, они были довольно-таки, тяжело было к ним спуститься, добраться до них самих. Вот. Первый раз мне эти башни Двух Жен показал Магомед Ахриев. Мгм. Он прям отвел в сторонку нас, там около речки, около горной речки, и только с одного поля их было видно. И мы отошли, Мгм. он дает бинокль и говорит, смотри, башня Это возле Жен. Вовнушек, нет? Возле возле Вовнушек, да, Да. все верно. Ну, там в 2 местах, по-моему, я знаю, нет, 2-3 местах там можно и подняться наверх, и возле башенок, да. А вот именно где речка, да, там прям по линии открывается, вот они там находятся. Я Вот. хочу добавить, что название Башни Двух Жен Мгм. это как раз-таки правильное название, потому что некоторые пишут Соперниц, да. двух соперниц. Почему соперниц? Две жены одного человека. Да, Они не да, могут да. быть соперницами, Но правильно это, же? видно, когда-то было переведено, ну, скажем так, для какой-то, может, красочности. Соперница. Да. Так. Нормально. Видимо. Ну, для красочности, возможно, было переведено именно соперниц. Вот. Что еще? Ну, было? в переводе с ингушского языка правильно будет Да, сказать двух жен. да, Двух Шенгель. жен. Я Галыш, более да. чем уверен, соперницы назвали женщин. эту башню. Да. Те самые две, да? Да. Скажи, пожалуйста, тебя приглашают в другие регионы?
Ты известен в других регионах как фотограф? Нет. Ну, я приезжал в Грозный, снимал несколько раз. И раньше снимал, и фотографировал там, но это единичные случаи бывают за год. Единичные. Ну, это потому, что фотографы между собой друг с другом знакомы. Кто-то могут где-то, там да, где-то- кто-то там посоветовал, да, кто-то знакомый кому-то там сказал, да, вот, я выехал. Ну, за прошлый год, получается, 2 раза снимал свадьбу в Грозном. А есть вообще желание популяризировать себя, свою личность как профессионала в... Ну, других за регионах? пределами, ну, конечно, есть, да. Что-то предпринимаешь для этого? Что-то. Что предпринимаю. Ну, вот новый проект, который у тебя должен быть. Но опять-таки все проекты, которые у меня, да, они связаны с Ингушетией в основном, да, как бы они за пределы так особо не выходят. Вот. Ну, как сказать, я не скажу, что я прям такой, прям сильно амбициозный. Вот, да, а вот ну, проекты, вот, да, как я говорил, с Ингушетией связаны. Что для тебя Ингушетия? Ну, родина. Я здесь родился, я здесь живу. Я патриот. А твои ближайшие родственники где проживают? Мать, отец, они тоже родом из Ингушетии. А высшее поколение? Так, Дедушки? дедушки, по матери дедушка, он, получается, не дедушка даже, ну да, мой дедушка, они тоже местные, вот. А вот прадед, получается, по матери прадед, они в 33-м, ну, в 30-х годах, вот, прошлого века, получается, они приехали, Голодомор, когда был на Украине, вот оттуда, да, и они приехали сначала в Грозный, их там чеченец приютил, вот, потом переехали в Слепцовскую станицу жить, маленький домик купили здесь, и вот они там жили. То есть ты можно сказать, из поколения в поколение все твои родственники проживали Да, в Ингушетии? да. То есть коренной Ну уже да. получается. Я, если честно, думал, ну, раз ты родился, то родители, наверное, там, незадолго до твоего рождения, может быть, переехали Да. сюда. По отцу, да, дедушка по отцу, получается, жили, они в Троицкой родились. Ну, я в Троицкой, соответственно, родился, да. Если бы тебе предложили переехать в любую точку Северного Кавказа, к примеру, что это было бы за место? Ну, то есть, наверное, вопрос, что кроме Ингушетии нравится, какой регион больше нравится, да? Ну, то есть все-таки на первом месте ты оставил, никуда не переезжал бы, да? Да, если я бы мы оставил, конечно бы, да. Но так, не если исключаем брать из Ингушетию. регионов, которые мне нравятся, вот, где можно много ездить, тоже интересная природа, все-таки это... Дай предположу. м, Дай предположу. Я Карачаево-Черкесия. Я тоже. Я тоже. Красиво, но Кабарда мне больше. Да. Блин. Ты хотел Кабарду сказать, наверное, да? Я хотел сказать Кабарду. Ну, Да, 100%. и на третьем месте, да, Карачаево-Черкесия, да. На самом деле я там был. Где я там был? Я был на Донбае. Я очень хотел увидеть там озеро Туманлыкёль. Вот, это очень красивое место по фотографиям. Я понял, что это красиво. Конечно, когда я туда приехал, это было дневное время, и там были еще туристы, вот, ну, понятное дело. Вот, но мне очень понравилось. Чтобы не было у нас в комментариях недовольных, возможных недовольных людей, мы поправим, скажем, Кабардино-Балкария. Не будем Кабардино-Балкария. обделять наших братьев-балкарцев. Конечно. Это, ну, Кабарда — это немножко другое. Проект «Таймлапс» в Горной Ингушетии. Кто вдохновил этой идеей? Так, по поводу... Нет, это не проект, это... Ну, я его так назвал. Это просто Да. техникосъемки, Да. определенная техникосъемки. Я его так да, назвал. Вот. Кто вдохновил? Ну, когда-то я увидел на Ютубе, я не помню уже где, увидел такие ролики ускоренные, да, где там облака бегут, там тени меняются, все это, я так думаю, это же в принципе несложно, в принципе, сделать. То есть ставишь фотоаппарат, и интервал пошел, потом собираешь, склеиваешь фотографии, получается ускоренное видео. То есть как бы когда была, если бы это была пленка, да, например, видеокамера, то есть нужно было ускорить движение пленки, и ускорилось бы движение в кадре, ускорилось, да. Вот здесь уже другая технология. Вот можно выставлять интервал любой. Вот. Ну, как снайпер необходимо ожидать, чтобы Ну там да, лиса не ожидать, подбежал, еще конечно, кто-то. конечно, да. Но днем это не так проблемно, потому что днем, ну что там, 20-30 минут постоял, да, а потом собрал это в 10 секунд, и это довольно-таки эффектно и масштабно получается. Вот. И ну, с какого? По-моему, то ли с 15-го у меня года имеются вот эти ролики, которые я помню еще, ну, каждый год, за год собираю, что-то нащелкал, и в конце года делал таймлапс, выкладывал на YouTube, да, потом как-то пореже стал снимать. Вот. Как-то так. Так что, ну, можно Созвездие сказать... какое увидели?
Созвездие, ну, в первую очередь, что, Большую Медведицу, конечно. Ну, это Да, что видится. Но это уже отдельная тема. да. Можно, например, проект с Цуровым, тоже про него можно рассказать. Да, кстати, Отдельно, да. в твоей биографии было упоминание Магомеда Цурова, с которым вы совместный проект у вас был вместе с ним. Да, Расскажи да. чуть подробнее о нем. Сейчас он, кстати, в Дубае, по-моему. В Дубаях, он да. Автомобили фотографирует. Да, Магомед уехал. Да, проект он мне сам предложил. У меня были когда-то идеи такие, то есть подсветить башни, вот, и сделать ночной таймлапс. А это довольно сложно. Ночные таймлапсы — это довольно сложно делать. Саму фотографию ночную сложно сделать, а таймлапсы еще сложнее. Плюс здесь еще хотелось подчеркнуть силуэты башен, то есть чтобы не просто это были черные какие-то очертания на фоне неба, чтобы они были еще подсвечены, да, эти башни. Вся фотография, вся соль фотографии заключается в Свете, свете, да, конечно. это свет, Игра да. света. Да, вот. И он мне позвонил, предложил. То есть у меня были только мысли, ну, я думаю, когда-нибудь сделаю, когда-нибудь, там, может, нет. А он позвонил, говорит, так и так, говорит, у меня такая идея, давай эту тему такую сделаем, говорит. Вот, ну, просто на свой энтузиазм. А потом, ну, может, коммерческое как-то получится, может, спонсора получится найти на то, чтобы это все выложить. Вот пока просто снимем. Я говорю, без проблем, с большим удовольствием. 17-й год, это было, по-моему, август. Начало августа как раз-таки было новолуние. И мы по 2 раза в неделю начали выезжать с ночевками в горы. Ну, первая ночевка, получается, у нас была как бы пристрелочная. Поехали во Внушки, я очень хорошо помню, да, что там и записи были, как выставить свет, как поставить, какую яркость выставить. Вот. Короче, было очень, очень интересная была ночевка, да, и там шашлычок, что такое готовили. Ну, на самом этого деле, вообще да, никак. да, без этого, да. Хотя на самом деле это требовало много усилий и внимания, эти ночные съемки. Конечно, мы ездили, и потом довольно много комплексов мы отсняли. Это была первая часть. Вот. Я понимал, что в один ролик вместить все доступные на тот момент башни было бы проблемно. Вместить именно, потому что это слишком большого объема, длительный ролик получится. И плюс еще уже были холода, осенью наступали холода, ночевать уже было не вариант. И зелень тоже облетала, все, ну, то есть не очень это было. Вот. Да, получился ролик, очень интересный ролик. Меня довольно часто спрашивают, какие бы это случаи были по ночевкам. Да, случай там у нас был в Пялинге, когда мы ночевали, а у нас мы ездили без оружия, без ничего, то есть что у нас там ножик, что-то по мелочи и все. Вот. И, соответственно, мы там поднялись, то есть машина же внизу, а Пялинг там вверху, то есть не сразу вот рядом с машиной, да, а на противоположном склоне. Так довольно громко, медведь, рычание. И все, мы такие в шоке, с фонариками, там, светим, ну, может, глаза, думаю, отразятся, там, техника стоит, снимает, жалко ее снимать, спустились вниз, быстренько собрали там то, что еда, в машину все закинули, вот. И потом страх прошел, пошли обратно, говорю, ничего страшного. Ну и пошли дальше, продолжили. Вот, таким образом. Но мы досняли этот эпизод, досняли, который нужно, решили поехать на другую локацию. Мы поехали уже вот перевал, который в сторону Сори идет. Мухул-Ари называется. Вот, ну, вроде такое название слышал. Вот, там уже рассвет встретили. Я там несколько раз был. Ну, добираться так, конечно, очень муторно по этому грейдеру на автомобиле. Автомобиль больше даже жалко. Не то, что трудно. Да. Автомобиль жалко больше. Да. Если это какой-нибудь там Нива, которая привыкла к этим дорогам, да, вперед поехал. А личный транспорт что-то не особо. Но там очень красиво. Конечно. И- Дикие места более такие. Вот. Как туда проехать? Вот никто не знает, как туда проехать, и там спокойно можно есть шашлыки, понимаешь? Я понял. Потом Это расскажешь. развилка, где во Внушке Тхабай-Эрды, вот в сторону Тхабай-Эрды туда нужно, в сторону Цори ехать. Это где башни, Юлоевские башни? Да. И Далеко-далеко. дальше, А, я был по этой Нии дороге. дальше. до Еще дальше. Да. Да. От Нии, Да. я думаю, что там Честь. еще минут Минут 15 минимум на машине 15, ехать. да, таким хорошей скоростью, без остановки, да, ехать, да. Ты на Столовую гору... К сожалению, нет. Как так? Да, я сколько лет я уже думаю, надо подняться туда, надо подняться. Но я хочу туда подняться, не просто поднялся, спустился, а я хочу подняться туда вечером, переночевать, сделать фотографии, ночевка, чтобы было. Вот, то есть, чтобы это было продуктивно. Вот стоит Михаил, который практиковался. Ты же был 4 раза с ночевкой? Все 4 раза?
С ночевкой Вот, 2 раза. я- Вот везет человек. Я, кстати... Я с ночевкой не был. Я, кстати... Это тоже поднимался. Я, кстати, тоже поднялся, и не просто так. Ценою Ты первый раз поднимался? на перелом мотоцикле? малоберцовой кости. Короче, история Нифига такая, короткая история. Я в моменте купил эндуро, там что-то тоже какое-то время не катался, потом начал опять эксплуатировать, тоже загорелся, говорит, эндуро, по кайфу, мне нужно там разгрузиться с работы, постоянно работаю, что-то надо это новое. Купил мотоцикл. Мы поехали в горы. За ночь до этого, мы в горы, где, когда национальное восхождение на гору столовое. Да. Это было в июле. Это да, вот, Относительно недавно. вот эти Я полгода назад. восстановился. И, короче говоря, поехали мы туда. Я за ночь до этого привел мотоцикл в порядок. Он заводится четко. У него вообще новый мотоцикл. Поехали. Разгружаемся. Мотоциклы сняли с прицепов. Смотрю, не заводится у меня мотоцикл. Вообще ни в какую. Думаю, аккумулятор, что ли. Там вроде крутит, потом нет. Прикурил. Нифига, короче, нет. Я говорю, так, Магомед, я еду домой, ничего не получается. Я уже на панике, взбесился и так далее. Он говорит, ну раз я приехал, я должен подняться там. Примкнул к компании, поднялся. Я уже у нас ранее, я там где-то что-то, не знаю, обедаю, где-то сижу, перекус. Присылает фотографию. Смотрю фотографию, у него фотография ноги из кареты скорой помощи. Врезался, короче, мотоциклист с него, сломал ногу и выпал. Кошмар. И, кстати, меня Магомед Ахриев спускал с Слушай, грейдерной мы 2 раза дороги. упомянули Магомеда Ахриева. Это не тот гость, который у нас был, это другой. Мы это, фотографию ставим. Да. Путеводитель, так Путеводитель, его да. назовем. То есть я добрался, кстати, до Он вершины. индуист, он историк, он Да, путеводитель, я, кстати, он выживальщик. Да, это добрался уникальный человек, да. до вершины, М. я добрался. И вот уже была, можно сказать, финишная черта, столовая гора. И там я прям попал в ДТП, сам наехал, да, по своей причине, по Жесть. своей вине. 3000 метров попал в ДТП, где нет ни И- дороги, ни Да. И гайцов вызвать еще, да? Да, еще и Гайцов везет. Сейчас я извиняюсь, чтобы не обидеть. Сейчас упомяну, имя забыл. Цуров Адам меня спустил. Цуру Адам, да, есть. А. Адам. Да? Цуру Адам. В общем, меня Цуров Адам спустил до грейдерной дороги, и Магомед Ахриев на Ниве, старой Ниве. Кстати, она единственная, даже из Нив, которые в организации МЧС, они не могли подняться по этой грейдерной дороге. Да, он Представь, же... Кто Он- еще повидал, он- Магомед? он на старой Ниве поднялся на эту грейдерную дорогу, он меня спустил до кареты скорой помощи. И А вот потом такая у у меня нас была Райн история. дочапал 2 операции, выбыл вообще из Нормально. строя из всего. И Да, мы это- запустили подкасты чуть попозже, чем это Ну, предполагалось. не из-за этого. Ну, в том числе. Об этом потом. Да, Магомед Ахриев, это, конечно... Магомед Ахриев, это, конечно, да, интересный очень человек, проводник, да, я не раз с ним ездил еще до того, как я знал какие-то места, вот, была легковая машина, вот, и мы с ним в ЦОРе ездили. Кстати, одна из ночевок с Магомедом Цуровым в ЦОРе, мы попросили его нас сопроводить далеко, и там медвежье такое место, вот, и мы ночевали именно в ЦОРе, именно с Ахриевым, вот. Хотелось бы вернуться опять-таки вот к проекту, да, который был, мы завершили. На базе этого проекта была выставка. Мы с Магомедом решили сделать передвижную выставку. Было открытие в 2018 году, это было весной, в Магасе, в Национальной библиотеке, не национальной, научной библиотеке при университете. Вот. Потом были выставки в Сунже, в Зязиков-Юрт и в Карабулаке были выставки. Ну, я там последовательность уже не помню, как и что. Вот. Но сам ролик, да, материал, именно сами таймлапсы, так мы их никуда и не реализовали, они нигде не выходили нигде, сами таймлапсы. Потом Магомед уехал, вот, а я-то понимаю, я не доснял еще большое количество башен, не было доснято. Вот. И я уже самостоятельно начал ездить, начал сам уже снимать. Вот. То есть сам сделал вторую часть. Опять-таки тоже с Магомедом Ахриевым мы ездили в Лялах ночевать. Да. Шикарнейшее место, тоже мне очень нравится. красивое место. Очень красивое место, живописное, и дорога интересная. Вот. Опять-таки, возвращаясь к местам, которые мне нравятся, вот, это также Лялах и Лейми мне очень нравятся. Места вот очень В Лейме я не был. красивые, да. Красивое тоже место очень. Евгений, вот какие проекты планируешь в будущем? Проекты. Ну, на данный момент идет работа над журналом. Журналом, фотографы, где будут включены фотографы. Вот, Ингушетии. Также там будет гость
республики, ну и интересный человек. Это проект именно в этой республике? Да, это реализуемый? местный Мгм. проект, да, тоже вот с трудом был найден, спонсор был найден с трудом именно на этот проект, да. Мгм. Вот, как я говорил, проект это «Звездная дорога гор». Ну, он завершенный, да, но на него я спонсора, конечно, не нашел. С Магомедом искали, тоже не нашли, да. Может быть, найдется, не знаю, посмотрим. Так, что еще, какие проекты? Я извиняюсь, спонсоры не нашли в каком проекте? «Звездная дорога гор». Да, Он то, говорит, что с трудом нашел. Он Нет. нашел, но с трудом, да? с трудом нашелся спонсор на журнал. На Для журнал. выпуска- журнал. на журнал, да, «Звездная нашелся. дорога», что это А за «Звездная проект? дорога гор» — это то, что мы с Цуровым делали. Да, весь проект по ночевкам, по вот этим, Мгм. вот, да. То есть Так он на- еще не реализован, получается. Он выполнен, да, но хотелось бы, как сказать, то есть материал, который сделан, хотелось бы сделать еще одну выставку, сделать Мгм. на базе этого. И, ну как, я не знаю, как это сказать, там потом смонтировать, наверное, нужно. То есть видеоролики, 2 видеоролика, они не выпущены, как сказать, в свет не выпущены. Мгм. Их никто не видел. Это материал, причем нескольких лет Ну, давности. ну как, да, это довольно давно снято, вот, да, и вот хотелось бы тоже, потому что на самом деле в это было вложено огромное количество ресурсов. Этот материал сегодня актуален? Конечно, зрителям? актуален, да. То есть внешне не поменялись? То есть они не Нет, отреставрированы? башни или- уже, конечно, да, башни Не там понял. многие уже, да, например, какие-то, а надо уже сейчас вспомнить, какие башни уже попали под реставрацию. Чуть-чуть изменился, конечно, Гекал, чуть-чуть, там в кадре он есть, а чуть-чуть изменился. Надо уже вспомнить, да, там очень много комплексов в кадре. Я не знаю, был ли ты на моей личной странице Чоборс, без ТВ. У меня есть там фотография спустя, по-моему, 24 года. Да, 24,5 года. Мгм. На фоне мы с 2 братьями стоим втроем. На фоне Эгекал. Мгм. И спустя вот 24,5 года. Ну, интересный кадр. И там заметно, что чуть-чуть верхушки поменялись. То есть там где-то чуть-чуть достроили стены. Ну, в Да, основном да. они стоят именно в таком же виде, как они были тогда. Мгм. Я очень люблю такие фотографии. Конечно. Было, стало. Конечно, да. Вот. Особенно, когда там вот семейные фотографии, там Да, родители бывает. держат Да, маленьких да, детей, да, а да. потом Да. уже, видишь, А не как- влезают. А уже как взрослый. насчет было и стало с фотографией, где в багажнике? Где в сидим? багажнике? Мы не будем это показывать. Это наш первый день знакомства, кстати говоря. Да ладно? Мы в этот день познакомились. Какой Опять год через был? Магомеда Бардиева. 2005, по-моему, да, год? Это было давно, я не знаю. 2004 или 2005 год. Также, так, по поводу планов еще, что, ну... По поводу журнала, номинация «Интересный человек» и «Интересный Да. гость», правильно? Ну, интересный человек там, да. И гость республики фотограф, имеется, который не местный фотограф, который приезжал. Вот, то есть, ну, как планируется, что в каждом номере, ну, наверное, раз в полгода. Ну, посмотрим, это я не могу загадывать, да, пока что. А как поучаствовать в номинации «Интересный Нет, это не человек»? Я только хотел сказать, стоматологи могут там быть или нет. Нет, это как бы, ну, не номинация, это не номинация, как бы, ну, это мы там с друзьями, с поучаствовать фотографами, можно? да, просто Или- смотрим, кто будет, кого можно выбрать, интересно. Вот, то есть я как бы приоткрою... Из вашей коллегии, я Да, правильно понял? это вот ну мы всё фотографы, понятно, да, мы как бы собираемся, да, вот, и, круто. ну, вот сейчас мы решили, Магомед Ахриев, проводник, это будет интересный человек, как бы, Реально. в рубрике будет интересный реально. человек, который может сказать. Реально. Кто да. будет в следующем, пока не знаю. Вот, так что посмотрим. Главное, сейчас первый номер, он тяжело дается. Вот, так что как выйдет, да, надеюсь, все-таки все получится вот с журналом. Ты сейчас в поисках спонсора для второго проекта «Звездное небо гор». Да, я в долгом, как говорится, поиске. Да. Потом я планирую также сделать свою фотокнигу выпустить. Вот, то есть это уже чисто моя работа, да, мои работы там будут включены за все года, наиболее интересные фотографии будут выбраны, да, на это тоже вот, на все нужны спонсоры, на все нужно финансирование. И на Да. этот проект спонсор нужен, Конечно, да. Я тебе Там- тоже раскрою небольшую тайну, секрет. А может быть, это и не тайна, и не секрет. Один из гостей этого подкаста Мгм. получил инвесторскую поддержку на один из своих планируемых проектов. Поэтому мало ли, может, авось и стрельнет. А может, У нас же аудитория может. целевая. Да, Просмотров да. может быть мало, а аудитория у нас целевая. да. Я бы хотел вернуться к вопросу о туризме. Мгм.
Как ты считаешь вообще, туризм, его плюсы и минусы? Мы об этом чуть-чуть поговорили, но все равно вот конкретно вопрос. Плюсы и минусы. Нужен ли он нам в нашем регионе? Если да, то почему? Если нет, то почему? И вообще в целом твое отношение к этому? Не, положительное. и очень Помимо даже экономической составляющей. Положительно, естественно. Люди узнают, ну да, помимо экономической, понятно, что это приток финансов, финансирование идет. Вот. Это также люди узнают про республику, про людей, про прекрасную природу. То есть культурная составляющая. Вот, что еще? Минусы какие ты видишь в этом? Минусы есть, в моем понимании, конечно, есть минус, да, но без этого туризм вообще невозможно развивать. Например, без этого какой? минуса. То есть это, как сказать, вот я сейчас слово забыл, когда идет дикая часть, да, дикая природа, да, то, что было диким, оно становится Условно более... популярным, наверное. Я даже Да, не оно становится более общественным. Дикое место становится Да, общественным. вот. То То есть есть первозданный вид меняется. он все равно меняется, да. То есть я вот тот же водопад, Экачижинский водопад, да, ничего такого особенного, да. Но когда я первый раз вот туда пошел, да, то есть это дикая тропа, абсолютно дикая. Ты идешь и там где-то перелазишь, там ты где-то можешь ноги замочить, еще что-то, да, и ты приходишь в очень интересное место, которое, В этом есть свой определенный кайф. Конечно, да. И взять, например, летние походы, вот сейчас взять, я ходил весной тогда первый раз ходил, да, и вот сейчас, если я пойду, например, весной, да, это уже будет поток, это уже будут люди, это уже натоптанная тропа, это уже где-то там что-то обрубили, там где-то благодоли, там где-то положили мостик, чтобы легко было подниматься, да, вот. Но на самом деле без этого людям будет туда, туристам будет тяжело добираться. Вот. То же самое сказать, например, про Ляжгинский водопад. Безусловно, я там не был, пока вот я знаю, что там сделали Благородие, это место сделали там смотровую площадку. Вот. Это на самом деле удобно, красиво. Когда ее сделали? Я не знаю точно. Ты имеешь в виду на старте? Нет, на старте тоже сделали давно, а вот на самом на Ляжском водопаде там сделали... Там полгода назад было, я что-то не помню там такого. Я там не был довольно давно, я просто видел фотографии, да, у кого-то видел, да, что там есть, да. Это удобно, да, но это опять-таки теряется тот первозданный вид, который там когда-то был. Это касается, естественно, любых мест, да. Что брать у нас, что брать где-то за пределами, какие-то места, вот. Везде, конечно, все это абсолютно одинаково. Популярное место, на самом деле, сложно же его сохранить в историческую ценность его. Ну, не ценность, а архитектуру скорее. Сложно сохранить. Да, это все равно, что среди жилого комплекса, башенного комплекса построить дом из красного кирпича, как сейчас на равнине, допустим. Примерно так это выглядит. Конечно. Я с тобой согласен, но без этого никак. Без этого никак, конечно же, да. Можно ли это считать минусами, я даже не знаю. Да, возьмем, например, Цейломский перевал. Безусловно, сделано шикарно. Мне очень нравится это место, очень, очень красиво. Мы сейчас про кафе. Цейлом, смотровую площадку. Да, конечно, да. Мечеть, кстати, недавно построили, очень классно. Там на самом деле очень круто все сделано, да, и не только я это вижу, да, это и говорю, да, например, об этом, это и приезжие фотографы, которые видели очень много мест, да, которые именно благодаря, и они очень тоже критично относятся вот к вот этому, да, улучшению, да. Тоже говорят, что сделано исключительно круто. Это самое популярное место, на самом деле, было. Да, и сделано, на самом деле, очень круто все сделано, да, и как-то все это органично вписалось. До постройки вот всех этих объектов, там сейчас смотровая площадка, чуть дальше будет гостиница, комплекс, там домики там строятся. Когда это было просто вот природный камень, как он был и есть, там чуть-чуть огорожен, это место было просто под смотровую площадку. Это и так было самым популярным местом для фотографирования. Конечно, у меня сохранились фотографии. У меня семейная традиция была, как только поехал, каждое лето, неважно какой месяц, нужно было поехать в одном и том же месте фотографироваться. И в моменте мы приезжаем, а там строят кафешку. Но мы нашли новую локацию, там чуть подальше.
Это очень Да, классное да, место. да, интересно. Да, у меня есть тоже фотографии, да, там даже ограды, там ничего не было. У меня есть фотографии, да, Да. когда вообще-то это было абсолютно дикое место. Вот. Да, Место, кстати, на у самом меня деле. тоже это фотографии 2000, по-моему, 9-го, что ли, года. Там нету ни асфальта, ничего нету. Да, Вот да, это да. ну да, это классное место было. Ну и Конечно. сейчас оно стало. Вот это, наверное, единственное место, которое стало краше, я бы даже Да, сказал вот так. да, да, Оно абсолютно вписалось, согласен. очень Да. круто. То есть, если взять да, учитывая, что я чаще всего заезжаю, да, через Асинское ущелье, вот, да, Горная Ингушетия как бы делится на две части, да, это до перевала и после перевала, да, то есть где там горные села идут, там Альгети, Гули, вот. На самом деле, да, там как бы более обжитые места, вот, хоть и есть тоже там интересные локации, есть довольно интересные, вот, но все-таки мне ближе вот эта наша часть, да, здесь больше диких мест, не обжитых, Мгм. вот. Конечно, да, здесь нет ни кафе, вот, здесь негде так бывает остановиться, вот, но все равно мне это больше нравится. Окей, по поводу отсутствия кафе там и прочего. Возвращаемся к теме, где вы Туризм. с Магомедом Цуровым ездили по своему проекту. Я когда там с пацанами собираемся, едем в горы, там шашлыки пожарить туда-сюда, Мгм. мы выбираем именно то место, где нету связи вообще никакой. В этом же и прикол есть. Никто тебе не звонит, никто не тревожит. Даже если ты выключил телефон, это все равно не то. Вот если нету связи, Да, вот ты это уже не включишь, не свяжешься. интернета Да, да, там подавно нету никакого. да. Но сейчас, правда, в этом плане лучше связь стала, интернет появился, особенно Таргимская котловина, да. Мы не можем никуда от этого деться. конечно, Может быть, да. к счастью, а может быть и к сожалению. Не знаю я. Но Ну да, факт да. остается фактом. Итого, возвращаясь к туризму. Это больше хорошо, нежели плохо или наоборот? Все-таки это больше хорошо. Это больше хорошо. Да, я так считаю, да. Самые необычные или курьезные случаи на свадьбе? Прям, наверное, с которого ты угорнул. Угорнул. Угорнул, конечно, прикол был. Много лет назад, я уже не помню, или, может, лет 10 назад это была история. Мы ехали с кортежем в Магаз. В ресторан. Ну, сказали, невеста в ресторане. Все, едем в ресторан, подъезжаем к Артисплазе, поднимаемся туда, заходим. Все как обычно, да, то есть старики там здороваются. Я подхожу, там начинаю у стариков другие уже беру, то есть вот так вот, да, там, пожелания. Вот у какого-то парня спрашиваю, мол, а где невеста, говорю. Ну, поснимать же ее нужно перед тем, как увозить. Она говорит, еще не прилетела. Я так, окей, ладно. И тут с нашей стороны парень какой-то подбегает, так меня хватает, пошли, говорит, отсюда, пошли. Это чужая, говорит, свадьба. Наша невеста в другом ресторане. В «Жемчужине». И сколько вы находились на другой свадьбе? Реально недолго. То есть, походу, успели старики поздороваться. Я успел записать вот интервью, и Пару тут меня интервью. уже... Да, да. То есть, ну, минут там, может быть, там 5, не знаю. Да. То есть, старики, видно, пришли, и они поняли, что не туда пришли, старшие. Вот, и все. А видно, как им сказали, в ресторане. Тогда, видно, ресторан в то время был самый популярный, Артис Плаза. Ну, к нему и приехали. А про «Жемчужину» там что, в Рядом, 2 шагах да, рядышком. 100 Да, метров. как-то, да. вот. Мне было бы И интересно всё. посмотреть на лицо реального фотографа этой свадьбы. А, кстати, он там был? Нет, там я не помню, что кто-то там был. Мне да. интересно было бы посмотреть на его лицо. Типа, ничего себе, у меня поддержка, да, в лице Шевцова. А вы поделились материалом хотя бы? Нет, зачем? Зачем? Да, Нам куда? же заплатили, Куда это? Да. Тут все стандартно было. Что общего между фотографом и стоматологом? Это просто мой личный вопрос. Стоматологом. Ну, это было актуально, если бы Анташкиев его задал. Нет, я честно говоря, я не могу сказать, что общего. В том числе. В том числе. Не могу сказать. Ну, кроме общих, что это Я как скажу. услуги, да. И Я рассчитывал, я и скажу, да? Да. Не, просто мысль в голову пришла. И те, и другие фотографируют природу. Вы, фотографы, фотографируете природу Дикую Земли, природу, да? Да. Как ты сказал? дикую природу, а мы, стоматологи, фотографируем человеческую природу. Ну, да. Я познакомился с фотоаппаратом в 2015 году и все свои клинические случаи стал фотографировать. Кстати, наличие вот такой работы с фотоаппаратом, что ты производишь съемку там до, после и так далее, оно привлекает большее количество пациентов? Нет, я бы сказал, что больше пользы, как иметь досье на каждого пациента. То есть Ну понятно. придет с 2015 года,
если архив данных, то придет он в 24 году или в 25-м, я просто могу открыть И и посмотреть. понимать, да, что я ему Ах, делаю. Да. ты 3 имплантата поставил не у меня, да? Кстати, Развернула были такие моменты, в 3 раза где дороже. со стороны пациента утверждалось то, что была работа сделана мной, а я доказывал обратно. Мгм. Поэтому вот такой интересный Евгений, у факт. нас есть рубрика «Вопросы от подписчиков». Давай. Парочку выберу. Да, На мой да, взгляд, да. интересно, Да, скажем да, да, я так. там читал, да, что-то было А, ты уже интересно. подготовился, Да. наверное, да? Нет, ну, Мгм. я-то отвечу в любом случае, да. Тут очень много пожеланий было, прям много комплиментов. Многие даже думали, что ты приезжий фотограф, Ну, тут потом часто уезжает, думаю да? так, да. Так, вопрос, значит. Как ты пришел к этой профессии? Это мы, в принципе, обсудили уже. Обсудили, да. Истинктик спрашивает, что самое сложное при фотосъемке на свадьбе? И продолжение горы, как прошла идея, Пришла идея пришла идея фотографировать. Ну, это я тоже, да, в принципе, Как расскажу. пришла идея фотографировать горы? Это хобби или работа? Но здесь больше интересно все-таки первая часть. Что самое сложное при фотосъемке свадьбы? Ну, при фото, наверное, и при видеосъемке. Но если видео, например, брать, Я знаю. что сложно? Стеснение. Я бы не сказал, что стеснение, но это Удали, тоже, там, да, туда-сюда. да, это тоже такое бывает. На некоторых свадьбах, ну, например, когда фотографируешь или видео снимаешь, там невесту, да, в ее доме, Мгм. да, то это очень активные гости, да, особенно когда выводишь, да, то есть очень тяжело бывает, приходится им просить, отойдите, мы работаем. Мгм. Когда невесту выводят, мы идем спиной, да, и мы не видим, что сзади. А там стоят, мешают, кто-то с телефонами, да. Ну, раньше было, конечно, легче, да, когда-то, когда не было телефонов, да, никто не лез с телефоном своим, да, чтобы так сфотографировать. Но бывают, на самом деле, такие очень, очень активные гости. Представь, каждый из этих держателей телефонов Да. думает, что у них самые эксклюзивные кадры. Да. Я прекрасно на этот понимаю. квадратный Да. метр эти сотни Да, телефонов. я, конечно, прекрасно понимаю, что люди хотят, да, для себя снять, вот. Ну, ты же поделишься, ну, бля. Да, я-то отдам все равно, там, каким-то образом все равно попадет. Вот. Ну, вот, в принципе, я не скажу. Да, монтажи тоже тяжело бывает делать. Вот. Клиенты разные бывают, с разными вкусами. Вопрос. АЗБ Оздо. Евгений восхищается любовью к Ингушетии. Интересно, несмотря на то, что он вырос здесь, есть ли моменты, которые его все еще удивляют в народе, традиции и местности? Да, я, по-моему, читал этот вопрос. Что удивляет? Что меня сейчас может удивить? Я настолько уже ко всему привык, что удивляет. Не, ну привыкнуть-то можно и к 20 годам. Ну, 20 лет естественно. прожить в Ингушетии и прожить к 20 Да. годам, это тоже, что тебя это удивляло, можно тоже назвать такое. Ну, Пункт опять-таки, есть. да, то, что я к чему уже привык, но все равно бывает, я все равно удивляюсь, да, это, конечно, культура вождения на дорогах, блин, это, конечно, жесть. Да, когда я, по крайней мере, слышал, что, привозил туристов, вот некоторых, да, и, там делились, что отец сюда, говорит, когда-то приезжал, он просто поставил здесь свою машину и ездил на такси, потому что он просто боялся водить. Вот один из родителей рассказывал, одного из туристов моих, вот, то есть побоялся вообще здесь выезжать куда-то. Вот. Более рискованный вариант. Очень часто от иногородних Ну, да. это слышу. про Да, культуру вождения. вот. Что еще может удивлять? Например, самая популярная наша традиция, которой нету, по-моему, ни у кого, но говорят, что у адыгов, но я не знаю. Дагов. Не видеть Я сейчас тоже об этом подумал, но меня это вообще... родителей Меня это супруги. вообще сейчас не удивляет. Естественно, удивляет это туристов. Прям капитально удивляет это туристов. Ну, это многих радует, мне Вот. кажется. Конечно. Да. Но меня это уже не удивляет, да. То есть на самом деле... Но радует. До сих пор. У нас следующий вопрос. Опять же, не знаю, насколько он тебе должен быть адресован, но раз мы много говорим про горную часть Ингушетии. Н. Конти спрашивает, как вы относитесь к масштабным работам по восстановлению архитектурных памятников? Не напоминает ли это новодел? У вас же глаз наметанный. Да, вопрос интересный. Как сказать?
Ну, с одной стороны, конечно, необходимо сохранить башни, само собой. Вот. Но восстанавливать нужно так, ну, в моем понимании, чтобы не повредился, вот как это говорят, вот, аутентичность и древность как. Это я не знаю, каким образом совмещать можно. Вот. Где-то консервировать. На этот вопрос, на самом деле, грамотно и интересно ответил Рамазан Цуров, автор гимна Ингушетии. Я брал у него интервью. Кому интересно, можешь посмотреть, там мы прикрепим подсказку. Я не знал, только с его слова знал, что вот в моем понимании было, ты реставрируешь башню, она должна быть одинакового цвета, условно. А он говорит, что это как раз-таки разные цвета должны быть. То есть новое должно быть выглядеть новым, а старое должно остаться старым. То есть именно таким образом производится реставрация башен. Он какой-то термин применил, я не помню это слово. Но я думал, что вот нам нужно отреставрировать этот стол, нужно именно такой же цвет подобрать. А нифига, он должен быть другой. Даже если ты можешь подобрать тот цвет старинной постройки, нет, он должен быть другой. Ну, это видно, да, для того, чтобы люди видели, что это старое, а это новое, Да. скорее всего. Это для этого. Ну, а мне казалось наоборот. Да. что Мне никто тоже, не да, должен вот это отличать, для что меня это это всё на самом должно деле быть. тоже открытие. Да, то есть я, например, вижу вот эти швы, которые сейчас делают, швы, они когда выглядят белыми, да, это сразу видно, что это Новодел. Новодел, да. Как говорит Это сейчас вот сделано, да. Вот. Ну, мне вот понравилось, как в НИИ сделали, да. Там почти, практически не отличается, да. Старое, новое, да. Там эти швы, их сверху то ли песком чем-то замазали, чем-то темным замазали, да. Не знаю, насколько надолго это, да, но выглядит хорошо, очень хорошо Ну, вот, выглядит. опять всё же, это. для нас. А вот для профессионала, оказывается, А что вот, должно ну быть вот, да. по-другому. Да, Ну, конечно, профессионал посмотрит своим я взглядом, скажет. Соглашусь, но смотря в каком случае. Есть же башни, которые просто перекрасили. Я даже знаю, какие. Хамхи, по-моему, перекрасили. Да? Да, и на самом деле вот цвет светлее гораздо. Их перекрасили более светлый цвет. Он не идет этой природе. Ну, и издалека это выглядит просто как побелка. Да. Я не знаю, может, это опять же правильно будет, но не очень смотрится, если честно. Ну, я говорю просто про свое собственное мнение. Мне кажется, это не идет в нынешней природе. А тех, кто смог, задает вопросы Ага. несколько. Знаешь, что такого Да, человека? я знаю, конечно, да. Рассказать самую жуткую или смешную? Смешную ты рассказала, а жуткая есть какая-нибудь история на свадьбе? Жуткая. В принципе, твоя история, она Особенно была нет. немножко то, что- жуткой. Да. Да, то, что машины бьют, это понятно, такое было. Так, жуткое. Маленькая авария была недавно. Я не на своей машине езжу, да, а прям на небольшой скорости. Жутко я не назову ее, да, ничего такого. Да. Там ребята были, что и руки ломали, и технику ломали, да. Просто лобовое столкновение, мне через окошко пришлось вылазить, да, потому что, вся дорога была занята уже. Мой водитель ехал вообще по обочине левой стороны, в населенном пункте, и там выскочила встречка, не наша встречка, понятное дело, кто-то ехал. Вам и- навстречу выскочила Да, машина. то есть она объезжала кортеж, и тут мы обгоняем, да, и, лоб в лоб, короче говоря. Я быстренько пересел, да, или позапрошлом году было, не помню. Через окно вылез. Да, ладно, это тоже Настоящий мелочь. профессионал. Тряхнулся и пошел дальше снимать. Много лет, опять-таки, довольно много лет назад Несокрушимый. привезли невесту, и, видно, во время кортежа били машины, стукали, да, и, когда уже я вышел, выводить невесту нужно, она сидит в машине, и началась драка. И эта драка, она началась, очень долго было, то есть минут 10, если не больше, для времени, чтобы вывести невесту, да, то есть это же оперативно, приехали, вынесли там чемодан и сразу выводят невесту. Она сидела там минут 10, если не больше, пока были эти разборки. И, по-моему, там даже вызывали кого-то из танцоры, что ли. Нет, там танцоры, что ли, были, и даже их после этого, отпустили, сказали, не будет ни танцев, ничего. И я даже место не помню, я помню этот факт. И я помню, что это было, лет 10 или, может, 12 назад это было, довольно давно. Просто я это запомнил. Вот такие дела. Помните ли адреса своих клиентов? Большей частью, да. То есть я могу приехать на свадьбу и понять, что я тут снимал лет 10 назад в этом месте. Конечно, У помню. меня Да. флешбэк к вопросу о трехбуквенных структурах. Помнишь адреса? Помнишь, да? По большей степени, да. Приходится.
Ленин опять ни о чем не говорит. Ну ладно. А тех- Я добьюсь, супруги свадьбу вы снимали. Ну вот. Ты снимал. Вот часто бывает такое. Я на свадьбу. Практически на любой свадьбе, да, бывает, что пришел, и кого-то знакомого видишь. Не обязательно кого-то снимал, а обязательно встретишь там кого-то знакомого. Вот. А ты их всех не знаешь? Всех не на знаю. лицо, Вот так я смотрю, вот лицо знакомое, говорю, извините, я говорю, я не помню, где мы. Мы вот там. Да, точно. Ну, Да, у действительно. тебя где-нибудь на компьютере, как я Да. говорил, где-то есть моя фотография, в том числе, 5-6-летней, наверное, давности. А тех, кто смог, добивает, вопросами. Любимая песня на ингушском языке. И думал ли он уехать в 2000-х годах, когда в регионе было опасно? Так, 2000-е годы. Да, было, конечно, очень опасно. Для кого? Да для всех. Не для фотографов же. Да нет, для всех же было опасно. Вот это 2000-2007, вот эти вот года, я помню. Думал, но думал куда? Потому что так родственников нет. Кому можно было бы поехать? Вот. Были мысли, конечно, но все-таки остались. Вот. По поводу... Любимая песня Любимая. на ингушском языке. Мне нравится репертуар ЛКН. Да. Мне нравится Лор Солида. Песня, да, очень хорошая. Вот эти старые. Песня вот эта... этот ремикс, получается, Амур сделал. Этот... Со Семеном Банасовым? Генри Хо. Генри Хо, да. Генри Хо, да, вот правильно, да. Вот. Генри Я ее и Хо. старую, я ее не смог найти в качестве старую, и в интернете у меня где-то она в компе есть, я так и не могу ее найти. Вот старое звучание, с кассеты где-то записанное. Вот. Ну, И, хорошего по-моему, качества этого, к сожалению. К сожалению, нет, этой песни нету старой, да, качества. Это вот песня. Сейчас уже не упомню, что дальше. Какие еще, да. Смотрел подкаст с Амуром? Частично смотрел какой-то, да. Но не полностью, а частями посмотрел. Амур крутой. Посмотри его. Базара нет. Не частично, а целиком. Обязательно. Я его, когда мы монтировали, смотрел, 2 раза, по-моему, смотрел, получается. И каждый раз без перемоток. Очень интересный. Очень интересный гость. Завершим это следующим. Саид, очень много нулей, 66, пишет: удачи вам, Евгений. И еще один здесь есть комментарий с пожеланием. Маме и док 4. Беркати хлоп абул Евгений. Спасибо. У нас вопросы закончились от подписчиков. Евгений, спасибо не пойдет. Спасибо не пойдет, да. Потому что не пойдет спасибо из-за того, что, вернее, у нас есть конкурс. И прошу что-нибудь подарить одному из наших подписчиков. Нет, что это может быть? Я имел в виду, спасибо не пойдет сказать на ингушском. Так я сказал. Говорят, Да. Претензий не имею. Так, для конкурса комплект. Календарь, открытки и игра. Игра Galaland. Это 120 карточек. Здесь примерно половина идет фотографии мои, нужно угадать башню. Вот. И примерно половина оставшаяся, это идет вопросы, связанные с бытом ингушей. Очень много, связанные со свадебными обычаями. Вот. Соответственно, идет 3 варианта ответа. Вот. И правильный ответ на обороте. Такая вот игра. Игра, да. Очень там круто. в команде, не в Круто. команде, так за столом сесть, поиграть. Очень круто. Поспрашивать, да. Сильно. Далее. Открыть, может быть. Можно открыть. Нужно открыть. Да. Мне же надо посмотреть, самому интересно. Открытки, да. Это новый набор открыток. Старый уже закончился из 2 частей. Вот, это новый набор открыток. Буквально недавно его я выпустил. Вот, здесь идут фотографии. Открытки идут с моими фотографиями. Можно парочку. Вот сейчас. Да, половину. Да, сейчас. Так вот. Передай другому. Да, таким образом. Держи. Вот. И на обороте идут пословицы с переводом на русский язык. Круто. Да. В общем, вот так это выглядит. Блин, это очень круто. Очень круто. Блин, идейно прям. Прям идейно. Вахдяна бархеш. Сын смотрит на отца. Мелдука берзах эхрах. Жалех борсхан яц. Сколько бы ни выла собака, все равно волком не стала. Это очень круто. И на каждой карточке
не повторяющиеся Ну, разные. естественно, да. Ну, Это то же очень самое круто. было и в прошлом наборе тоже, да. Это очень круто. Так, и последнее у нас. И последнее – это календарь. Вот так он выглядит. На Вот 25-й так вот. год. Да. Год у нас только начался, все еще актуально. Да, конечно. Вот. Ну, Как тут, минимум я- 11,5 месяцев. да, тут фотографии, естественно. Вот постарались в этом году сделать. Это, я как понял, на розыгрыш, правильно? Это на розыгрыш. Да. А вот следующий вопрос, я понял, какой ты хочешь Я задать, хочу и ты задать- меня опережаешь. Да? Ну, Задавай, да. Где можно приобрести это все? Календари. Календари сейчас, ну, их довольно мало уже осталось. Вот. Они продаются в Истинге. Их можно в аэропорту приобрести в магазине. Вот, да, продукцию. Вот там есть и игра, я не знаю, туда положил или нет, не помню, но там точно есть календари. Вот. Они есть магазин Заля Бук в Назране. Вот. Далее, где еще? В Армхи лежат календари. Вот, да, я тоже Ну положил. и в персонально сувенирную. тебе написать, и чтобы Естественно, да. у тебя Есть приобрести. доставка. Вот, так что по России могу доставить. Ну, я и сам развожу. Вот Назрань, Карабулак, Магаз, да, сам доставку делаю. Класс. Как-то так. Просто Беркете супер. Хелп Хабол Аминь. Евгений. Аминь, Дерис аминь, аминь. Круто. Условия этого вдохновлен. конкурса можно будет увидеть у меня на странице chabors.tv. Мы закончили еще. Не закончили? А почему еще без автографа автора? Пускай будут все подписаны. Без проблем. Сейчас мы попросим по рекомендации нашего оператора поставить автограф. И каждый из этих сувениров, ну, понятно, карточку мы не будем каждый подписывать, но на коробке и на календаре, и на этой игре будут автограф от их создателя. А Всё. условия этого конкурса можно будет увидеть на странице chabors.tv.